Diamonds Films — это я. Видеографы, они тоже вот как грибы после дождя появляются. Все гангстеры там. Не заказывайте 2 фотографов, это вообще жопа. Они приходят и думают, что мы волшебники. А потом какие-то будут предъявы, там, тамада там впрягался, там что-то. Выполнил норматив кандидата мастера спорта. Хор мальчиков ходил, девочкам все понравилось. Я просто кайфовал от жизни, да. Вот. Ожидаешь от пары что-то такое невъебенное, и там бах, стреляет. Всевышние силы, походу. На видеографы жлобы, походу, да? Там они пару раз щелк-щелк, обрабатывать фотографии, сидя в лайтруме, смотреть кино параллельно там, или плевать в потолок и наслаждаться жизнью, на пивка вмазать. Как заработать видеографом на Lexus 570? Ребята, тренируйтесь, занимайтесь спортом, будете как я. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым видеографом Василием Петуховым, основателем Diamonds Films. Всем привет! Вася, привет, Микаэле! Здорово. Как дела? Как настроение? Отлично, как всегда, лучше всех. Расскажи о себе, как ты начал заниматься видеографией, в каком году пришел, как ты пришел к вообще, этому? видеографией я стал заниматься, случайно в эту сферу попал. Короче, этот меня втянул один мой товарищ по имени Кирилл Третьяков. Кнопик, да? Кнопик, но... Он сейчас не снимает? Он сейчас не снимает. Короче, если углубляться дальше в историю, то я путешествовал когда и купил фотоаппарат Canon 550D и начал как бы им фотографировать во время путешествия. И когда приехал в город... Путешествие куда? Где был? По Азии, получается, Гонконг, Сингапур, там Куала-Лумпур, Таиланд и так далее. И когда приехал в Якутск, я продолжил это хобби, как бы меня уже затянуло. Я начал снимать всякие природу там, звездное небо. Фотка, да, получается. чисто фото природы. И мне это понравилось снимать звездное небо, там таймлапсы, природу, там, короче, восход, закат и тому подобное. И как-то мы с Кириллом Третьяковым тренировались и разговорились, и он узнал, что оказывается, это мое хобби – фотографировать эти вот пейзажи. У нас появилась эта новая общая тема. И, короче… А он снимал уже, да? Он уже был этим топовым видеографом, у него команда «Кнопик» называлась на тот момент. И вот, короче, он поехал на мастер-класс, собрался поехать, и свой заказ решил скинуть мне. Ты уже снимал видео тогда? Я вообще не снимал, я даже так монтировать не умел, да. Да? Да. Я знал только настройки, там, ISO, выдержка, то все, короче. И вот, и все, говорит, согласен, нет, я такой, ну а что нет-то? Как раз я работал по сменной работе в службе спасения сутки через трое. Вот он мне предлагает поработать на свадьбе, на что я подумал, ну, а что нет-то? Как бы лишние деньги тоже, ну, ничего так. Сколько был первый цена? На тот момент это была треть моей зарплаты, на тот момент, может даже чуть больше. И как бы, а что я там думаю, настройки ISO, выдержку там, свадьбу снять, думаю, ну такое дело. Конечно, я понимаю, что свадьба — это ответственное мероприятие, но все-таки согласился. После смены поехал туда, не спавшим, я еще заболел. Закинулся терафлю и взял это оборудование, мне Кирилл оставил перед отлетом. И я с этим оборудованием поехал, получается, к невесте на сборы. И я даже не знал, как там снимать примерно. Я там начал затылок, там не те ракурсы. Но я переволновался, там все без остановки, короче, снимал. И это для меня, короче, первая свадьба, короче, было испытанием. Оказывается, это все не так просто. Все очень ответственно. Это же свадьба. Единственный праздник, да, такой, который такой важный, ну, семейный. И отснял свадьбу, получил гонорар, и меня это вдохновило. Я говорю, подумал, а чего нет-то? Ты имел представление, вот когда шел туда, как снимать? Ну, я быстренько глянул вот эти свадебные ролики, а там прямо как на тот момент снимали, как будто кино голливудское. Я такой смотрю, опа, нифига, оказывается, так снимает, да. Ну, мне тоже понравилось, как бы творчество меня интересовало, вот, и то, что фотографии, как бы, ну, я людей не хотел фотографировать, вообще с людьми не хотел связываться, да, но вот через все-таки свадебную индустрию таким образом я залез, заказал с этого гонорара и плюс зарплату, короче, все это вложил на новое оборудование, взял кредит и уже пошел бомбить. Изучил рынок.
На тот момент там были топовые видеографы всякие, как Красновский, там Тищенко, да. Посмотрел их, изучив их работы, я понял, что, оказывается, вообще свадебное видео — это вообще серьезная тема. Работы такие, прям как кино. И для меня это оказалось что-то новое, новой наукой, куда стоит погрузиться. Вот таким образом я там оказался. А фотограф, кто с тобой был, вот, когда ты снимал первую свадьбу? Мой фотограф, с первым, с кем я познакомился, да, на той свадьбе, это был Нюргун Тимофеев. Такой слащавый парень, подумал. Он, короче, рулил процессом. Помогал? Ну, конечно. Или там некоторые фотографы ходят важные, когда... Нет, Нюргун Тимофеев был очень простой, сразу мы с ним нашли общий язык. Ага, и с того момента мы с ним подружились, как бы, и уже часто стали на свадьбах он мне подкидывать заказы какие-то там, мы с ним стали общаться, пересекаться на свадьбах, и вообще, ну и в итоге мы стали друзьями. Я знаю, у тебя там был другое название. Но я не знал, с чего начать. Например, у тех на тот момент топовых видеографов были красивые фамилии, такие как Тищенко, там, да, всякие, Красновский, а я просто Петухов и Василий, да, как-то не звучит. Я назвался сокращенно Васпет, проект типа, да. И так решил, короче, попробовать. Сколько лет вот с таким именем Васпет? У меня еще был там один логотип, я придумал другое название, да, Elvision. Но это уже так чисто. Elvision? Да. Elvision там, получается, я экспериментировал, но это все не то, как-то и не звучало, и не цепляло. Diamonds Films. Diamonds Films я пришел в конце 2016 года. Все думал, как назваться. Собрать команду я хотел. Если работать одному, то лучше... Нет, конечно, лучше работать командой. Когда есть второй оператор, там, каптерист и так далее. Там, если вдаваться в детали, там много нюансов. И вот хотел собрать команду, назывался Diamonds Films. И, кстати, вот люди путают иногда нас. Да, нас путают. Объясни этот момент. Diamonds Films — это я. То есть я просто нанимаю таких же подрядчиков, ребят, да. И кто свободный из видеографов, те приходят со мной работать. Есть основной костяк такие. Есть основной костяк. Хотел, на обучение там ребят тоже обучал, но многие сливались, не вывозили эту свадебную движуху, поэтому остался там, оставались. Вот ты у меня и ученик мой самый такой, который пробился, выдержал, и вот уже топовый видеограф. В 2017 году Вася позвал меня на первые свадьбы, и с тех пор. Да. Diamonds Films, получается, изначально, если вдаваться в историю, то Diamonds Films я назвался, лишь бы не называться видеограф Василий Петухов. Как бы, да, надо было как-то это прикрыть красивым именем. Потому что я ни Стефанов, ни Красновский, ни мать, ни Михайлюк. Как-то надо было хорошо назваться, просто красиво, чтобы это подходило к свадебной видеографии. Я хотел, чтобы соответствовать этому названию, чтобы все свои работы делал красиво, чтобы нравилось невестам. И Diamonds, почему не Diamond, а Diamonds, типа, потому что это бриллианты, как бы мои свадьбы, молодожены мои, это все они бриллиантики. Они твои бриллианты. Да, вот оно что. Да. Как ты выработал свой стиль, стильные ролики такие? Свой стиль вообще я находил методом практики, то есть всяко разно пробовал. Но я долго работал в андерграундской сфере, то есть снимал более такой андерграундный видео-контент под грустную музыку, там, под серьезную музыку. Но в какой-то момент мне это все тоже надоело. Я перешел на динамику, больше уже потом перешел дальше больше. Вообще там поехали у меня эти первые работы. А-ля там пафос, не пафос, всякие острые козырьки там. Острые козырьки, кстати, залетело. Но это вот в 2018 году, то есть до 2018 года я снимал там, как все примерно. Классику делал, да? И что-то нужно было как-то выделиться. Все-таки, в принципе, классику я снимал неплохо. Хорошо снимал. Да. Но надо было как-то что-то новое, какой-то новый глоток к Якутску. Я пришел вот к этому стилю, его внес. И что некоторые видеографы тоже начали употреблять этот стиль. Копировать. Копировать, как можно назвать, можно и так назвать.
В итоге, короче, свадебная такая стала у нас в Якутске, тенденция такие, более такая динамичная, да, пафосная, там, крутое, там, все в кепочках, все гангстеры там и тому подобное. Сейчас, например, именно ты делаешь под рэп иногда. Иногда я смотрю как ты чувствуешь это? На пары смотрю, да, и все разные. Кому-то не подходит рэп, кому-то подходит классика. Конечно же, я люблю классику. Под классическую музыку я с удовольствием бы смонтировал подходящую пару, да. Но многим молодоженам это не заходит, они хотят что-то такое и сами не знают чего. Они хотят то, что им не подходит. Соответственно, с этим тоже бывают проблемы. Но под рэп я использую рэп, это потому что мне, допустим, чувствую, что ребятам именно этот рэп подходит, эта музыка, и хочется на них использовать, это примерить. Они создают такой же вайб подходящий. И главное, чтобы еще был у нас коннект. Если я понял, что они любят ту музыку, которую я хочу на них одеть, чтобы им подошла, потому что нужно их изнутри изучать, ребят, щупать, общаться с ними и понимать их вообще. Их вкус, да. А если ребята тебе несколько музык скинут, мы хотим под эти музыки, и они такие классические, а сами ребята движовые, и ролик получается движовый, ты уже понимаешь это, что ты будешь делать в этом случае? Ну, конечно, движовый. Да. Движовый, да, но был такой момент тоже в прошлом свадебном сезоне, когда невеста хотела именно классику. Но у них разнился стиль, то есть невеста совсем другой стиль, она классическая невеста. Жених был драйвовый, там на движе, чё кого такой весь пацан. И красивая музыка, я думаю, не ложится, да, под этот. Да. И решил сделать драйвовую. Ну что, невеста потом мне написала. Мы с ней обсудили этот момент, договорились. Я сделал под классическую музыку, что ее удовлетворил этот вариант в итоге. Ну, в итоге, получается, нужно все-таки ставить вообще музыку, которая подходит молодоженам. Да, вообще я не спрашиваю у молодожена, я делаю сам под свое, да. Но есть молодожены исключения, которые, да. Они очень, да, они такие в этом случае прямо такие цепкие, им очень важно под какую-то музыку, с такими идешь уже на компромисс. А вот когда ты начинал, в те времена был Красновский топовый видеограф, а до этого был Тищенко, когда ты начинал, или Тищенко уже закончил? Тищенко был, но он заканчивал. Заканчивал. И вот Красновский, была ли у вас конкуренция с ним? Ну, как была? Я хотел, короче, его победить. Ну, как победить? Конкуренция, да, была здоровая конкуренция. Я хотел, короче, снимать, дойти до его уровня. И когда почувствовал, что это, оказывается, реально, хотел, и уже спортивный интерес появился. Вообще, может, его перегнать как-то. Так как я сам начинающий был видеограф, для меня это все новое, я весь в азарте. Все, короче, хотел стать номер один. И работал, днями, ночами сидел за компьютером, монтировал, смотрел, изучал все видео. Реально вот сидел и изучал каждое видео, там не наших даже местных, а вообще вот центральных, и не только свадебные, просто вот изучал как кадры, и сам шел что-то снимать бесплатно там, короче, очень много на это времени потратил, ну что и дало плоды. Ты его перегнал? Это провокационный вопрос. Можно сказать, он соскочил вовремя. А сейчас есть ли конкуренция? Конкуренция есть всегда. Конкуренция это рождает развитие. Без конкуренции тоже никак. Это если без конкуренции вот сидеть там в зоне комфорта и ничего не делать, да, плевать в потолок и наслаждаться жизнью. Но так тоже не дело. Конкуренция всегда должна быть. Даже ты уже конкурируешь со мной. Вот ты говорил то, что раньше смотрел работы других видеографов московских. Кого работы ты смотрел? Кто тебя вдохновлял? Ну, много было видеографов, и командные видеографы были, на которых я тоже вот копировал тоже какие-то моменты. Но там были шикарные команды, но они так и не развились, в итоге остались, как до ковида снимали, и ковид внес свои коррективы, они уже сошли с этой темы.
появились другие видеографы. Постоянно надо следить за трендами свадебными, и эти видеографы, они тоже вот как грибы после дождя появляются. Но многие сливаются, вот те, кто реально пашет, они остаются. Они остаются из года в год и остаются в тренде там. Вот тренды центральных городов, именно видео, они приходят в Якутск поздно. Почему? Ну, потому что мы в первую очередь регион, и регион отдаленный от центральной России. И у нас плюс еще есть национальный менталитет. Мы живем как будто в своем мире. И вот эти тренды московские, допустим, да, центральные, они иногда как бы не сочетаются с нашим менталитетом. Возможно, это так можно сказать. Но мы пытаемся эти тренды все равно внедрять в Якутск. Но сравнивать это, конечно, с Москвой, это, короче, как жопу с пальцем. Потому что в Москве есть много локаций шикарных. А там, ну, это несравнимые прямо области. Москва и Якутск, там, это вообще... Даже наша природа, она очень дикая. Как бы, да, вот если на природу выезжаем, там все дикое. А в Москве уже все ухожено, эти скверики, хорошая гостиница стоит, там, или домики, особняки, все асфальтировано, газончик подстрижен, все, короче, на уровне. Лухари, короче. Сейчас очень популярная тема рилсы. Сколько они еще будут в тренде? Рилсы, ну не знаю, рилсы, сколько будет в тренде-то. Рилсы, пока рилсмейкеры будут существовать, они и будут. А как ты относишься к рилсмейкеру? Никак. Ну, это отдельная... Короче, рилсы, это, я считаю, что это вообще отдельная сфера, не связанная с видеографией. Они снимают на телефоны, у них свои тренды какие-то, и они снимают их по своим трендам. Иногда бывает, молодожены на свадьбах просят снять какие-то трендовые рилсовские вот эти кадры. Да. Но это не совсем как бы актуально снимать на профессиональную камеру. Есть же, например, iPhone. Вот, пожалуйста, можете этот рилс снять на iPhone, себе выложить в Инстаграм, как бы ничего такого. Он получается в вертикальном формате. Да, и в вертикальном формате. А если мы снимаем с профессиональной камеры, у нас все горизонтально, 16:9, и когда обрезаешь бока, много этого лишнего уходит, и кто-то не помещается в кадр, их просто там по половине там. Поэтому изначально нужно снимать вертикально. Вот. Рилс снимайте на iPhone. Сейчас некоторые клиенты, я заметил, начали брать рилсмейкера вместо полноценного видеографа. Они, наверное, хотят видео в формате бэкстейдж, да, ну или тренды тоже. Ничего плохого не хочу сказать рилсмейкерам. Это своя атмосфера, ну, своя стихия. У них свой движ, они двигаются в своей каше. И, по идее, вообще хорошо, что существуют рилсмейкеры. Я за то, что они есть. Они делают контент. Инстаграм стал такой более интересный. И ребята развиваются. Всех интересует вопрос, почему видеографы такие дорогие? Ну, потому что видеографы, не только видеографы, да, и фотографы. После свадьбы что остается? Ничего не остается, кроме видео и фото. Это, во-первых. Во-вторых, сама техника очень дорогая. Сейчас камеры вообще это баснословных денег стоят, да, вот профессиональные камеры. Эти флешки, расходные материалы, они тоже очень дорогие. Их постоянно нужно менять там, эти флешки ломаются. Плюс хард-диски, которые мы копируем свадьбы, они тоже дорогие. За сезон у меня этих хард-дисков там копится целая стопка. То есть это тоже несет свои расходы, плюс мощный ноутбук, свое время, опыт. И вообще этот видео и фото считаю одним из самых главных на свадьбе. Например, на своей свадьбе я бы не пожалел бы денег на фото-видео в первую очередь. Это память. Почему видео дороже, чем фото? Фотографы интересуются иногда. Потому что работы больше, я так считаю. Ну вот я с Максимом записывал, и он там ответил то, что мы работаем одинаково. Да нифига. Мы у нас больше таскаем вещей, у нас всякие стабилизаторы, штативы. Дольше снимаем, там они пару раз щелк-щелк, а мы снимаем там сям с разных ракурсов, больше материала, чтобы потом это еще монтировать, сидеть. Они могут там обрабатывать фотографии, сидя в Lightroom, смотреть кино параллельно там или слушать, там кофе пить, там, да, я не знаю.
А мы монтируем как? Мы одели наушники и все, погрузились. Еще ищем эту музыку. На это время тоже уходит. Я вообще бы взял бы вот за поиск музыки отдельный прайс какой-то. Это отдельная история, вообще проблемы с музыкой. И как бы этот поиск музыки. Дальше потом монтируем, цветокорректируем. Сам процесс занимает дольше. Ну и на выходе это живые моменты, живые эмоции. Это не фото, например, застывшего там человека, который стоит как памятник, там, его выложить как аватар можно, да, а видео, он... Из этих материалов можно вообще много чего перемонтировать, смонтировать и в дальнейшем использовать. Это, короче, серьезная тема видео. Плюс еще можно уточнить, что у нас может работать даже 4 человека, считай, да. каптовиста. Да, у нас может работать коптерщик, там, второй оператор, третий оператор. Если большая свадьба, больше 150, там, до 200, то желательно, конечно, третий оператор нужен. Да, конечно. Да, потому что один садится за монтаж, второй снимает весь процесс, он может же что-то не успеть или что-то сделать. Поэтому третий оператор желательно и на большой свадьбе, чтобы помогал второму. Там, ну и подстраховать быстренько, там, в туалет сходить. Там. А сколько ты времени тратишь на поиск музыки? Поиск музыки по-разному. Это бывает, могу сразу найти, бывает, могу часами искать. Раньше вообще днями искал. Днями сидел весь день, искал музыку, не могу найти, короче. И это меня так напрягало, я поплевал и уходил, короче. Сейчас еще такая тема, то, что в запрещенной социальной сети блочат музыку. Да. И как ты справляешься с этим? Как? Я же обжаловать там всяко разное. Я не хочу вот то, что постарался, смонтировал под эту музыку так, и потом это что? Как бы, ну не знаю. Нельзя так нельзя, что поделать. Что тебе дается легче, съемка или монтаж? Ну и то, и другое сложно, по идее. Бывает такое, что порыв вдохновения, он же не всегда я такой заряженный, если могу монтировать там видео. Там бывают такие моменты, что ты не можешь монтировать вообще, в принципе, садиться за компьютер. Тебе нужно отдохнуть, перезагрузиться, там, мыслями собраться. Садишься за монтаж свадьбы, видишь, что-то не прет, встал, ушел, там, другим проектом занялся, другой свадьбой там, и тому подобное. А бывает, наоборот, сел, сразу музыку зашел и одним порывом без остановки монтируешь, и получается идеально. Я не могу понять, почему это вот такие есть нюансы в процессе монтажа. Ты, наверное, сам это прекрасно знаешь. Да, есть такая тема. Вот. Больная тема — сроки. Да. Клиенты спрашивают, вот, почему фильм делается полгода, почему ролик не будет готов на следующей неделе. Объясни этот момент для зрителей. Потому что это все делается в порядке очереди, да. И мы пересматриваем весь материал заново, всю свадьбу пересматриваем. Один день только уходит на загрузку, ну, создание проекта, загрузить, создать, по папкам все разложить, аккуратненько музыку какую-то подобрать, подыскать. Это уже полдня уйдет, и отдых, потом садишься с чистой головой и начинаешь монтировать. Монтируешь, и бывает так, что я одну свадьбу могу монтировать целый месяц, а бывает одну свадьбу могу смонтировать за неделю. Это тоже такой фактор непонятный. Вдохновение. Возможно, вдохновение, возможно, еще свои дела тоже как-то влияют, потому что надо куда-то поехать, там сделать, тут съездить, туда-сюда, короче, свои личные интересы, свои личные дела, которые нельзя тоже отложить, поэтому откладываешь, садишься за монтаж, либо, например, смонтировал там, и нужно время восстановиться. Ты не можешь сразу с одного на монтажа опять прыгнуть на другой. Да, нужно немножко отдохнуть, голову освободить от этих кадров, которые были до той музыки. И потом уже с чистой головой уже сесть за монтаж, и все. Поэтому и долго все это делается. У нас помимо этого съемки постоянно какие-то там, сверху приходят съемки, из-за этого все это оттягивается, и монтируем мы сами. Поэтому, ребята, извините, да, кому я там просрочил, и такие моменты тоже есть, но всегда всем фильм свадебный выдаем. В дальнейшем я хочу уже взять монтажеров, чтобы с этим вопрос решить, чтобы все сдавать вовремя в срок и даже раньше срока. Вообще было бы супер. Вернемся к рэпу. Ты же слушал в школе рэп или когда начал? Да, со школы начал слушать рэп. Вадим Руфов, он
с тобой тусовался, вот когда ты слушал рэп и все такое? Ну, он с параллельной тусовки был, получается. Ну, мы с одной Вы же школы. с одной школы, Мы с да. одной школы. Я видел, что чувак рэпер, там, слушает рэп, ходит, носит широкие штаны. Как бы я его со школы помню, но мы с ним не дружили, и все вот. А потом в свадебной индустрии мы с ним уже сошлись и подружились уже по-другому, по-настоящему, как коллеги. Какой рэп ты слушал? Ну, я не знаю, все слушал. Там и андерграунд, и попсовый. Но я не только рэп слушал, я много чего слушал. Я, как бы и попсу, и классику там. Ну, почему-то рэп, я не знаю, но в тот момент, наверное, все рэперы у меня там были там Ну, во дворе, Я тоже в школе слушал все рэперы были из-за этого, наверное. У меня даже своя рэп-команда была, я рэп читал там, текста писал, но записывал. Треки есть? Остались? Не, все стер уже, кринж, кринжуха. А так, я писал текста и сам музыку делал в Fruity Loops'е. Записывал на Cool Edit, наверное. Cool Edit, да, обрабатывал все это. Это, наверное, тоже как какие-то плоды дало мне в дальнейшем стать видеографом. В принципе, тот же процесс работы, сидишь за компьютером. Я там то, что обрабатывал звуки, делал музыку, а тут уже я обрабатываю видео. Ну и вообще, если ты пел сам, Да. ты творческий человек, получается. Да, я не только музыкой занимался, меня мама отдала, все детство отдавала в художественные кружки. То есть я ходил на художественные кружки, она меня еще отдала на музыкальные, я на трубе играл, на пианино играл, в хор мальчиков ходил, тоже выступал на сцене. Короче, мама постаралась, чтобы... Родился такой творческий человек. Да, чтобы творчество во мне мама дала, да. Как заработать видеографом на Lexus 570 в Якутске? Съебал, да. Ну, что, Lexus 570 сейчас никого не удивишь. Сейчас смотришь, ездишь по городу, да, у каждого третьего, наверное, там, каждая третья машина, Land Cruiser, там, Prado, Lexus. У нас есть видеограф с такой машины? Ну, у нас есть Уранхай на крузаке, Туген на крузаке. А тут вопрос видеограф. На видеографы жлобы, походу, да? У Пети Медиалаб тоже был крузачок нам. 570-й? Ну, это у него Прадик был. Я имею в виду 570. Но 570-го нету? Так как же заработать? Ну как? Я это просто добавлял, У меня раньше премка была. Я, получается, премку пригнал с Хабаровска в 2015 году. А на тот момент она была 2011 года, свеженькая машина. Я купил за 650. И выставил на продажу за сколько? 850 где-то. 850. И... Мне чувачок написал, там, говорит, не хочешь поменяться с доплатой на Lexus 470. А я уже хотел повыше. Да, конечно, я там как раз накопил со свадеб, доплатил ему. Мне понравился 470, 2 года на нем поездил, и думаю, надо, короче, что-то посвежее. Взял 570 в 2018 году, и по сей день езжу на нем, как бы. И сейчас еще вторую машину он взял. Ну это же Виста, рабочая лошадка, зимний поджопник. Всю зиму я ездил в Наташей, короче. Я раньше скептически относился к Наташам. Оказывается, вообще тема. Наташу рекомендую. Зимний период, это, да, я вот туда-сюда, короче, и заебись. Увильнулся, да? Надо много работать, вот что. Помню времена, ты работал одно время с Нюргуном, 1 сезон. Потом ты работаешь с Руфовым 1 сезон. Потом с Жекой. И как-то так каждый сезон с Марсой. С кем-то ты 1 сезон. Сейчас со всеми работаешь. А с кем тебе удобнее работать? Со всеми. Со всеми удобно? Ну, со всеми удобно. Но главное, чтобы не мешали процессу видеосъемки. Потому что мы же тоже про нас не забывали. А они в основном, ребята, помнят о нас. Когда фотограф увлекается, он невесту, например, снимает. И надо понимать, что невеста тоже устает. И нужно отложить время на фото и видео, например. Не быть таким эгоистом. То есть отснял материал быстренько и сразу передал второму специалисту. Мы же работаем в команде. И надо думать не только о себе, о своем портфолио. Надо думать о своем коллеге. И надо думать еще о невесте. Потому что невеста тоже, она устает позировать. И
нужно это все быстренько, технично, все это, ну, как у нас все слажено, мы все это делаем. А когда фотографов двое, вот бывали в прошлом году, два фотографа это вообще труба, не надо, не заказывайте 2 фотографов, это вообще жопа. Сложно работать. Сложно работать, там мы как комары, короче, на бедную невесту с женихом нападаем, да. Фотограф этот работает, себе портфолио сделать, второй тоже нападает, да, тут еще плюс видеограф и тому подобное. Я бы не хотел бы быть себе на свадьбу нанимать 2 фотографов. Я это такая. С молодыми ребятами, новичками попадаешь фотографами? Бывает такое, редко, но бывает. Не мешает? Они, наоборот, такие замкнутые, молчат, и весь процесс съемки ты сам уже тащишь. Они смотрят, сзади ходят как тень, и смотрят, что ты снимаешь, и твои, получается, ракурсы снимает. Твои постановки. А обычно, зачастую, вот эти фотографы, с которыми мы работаем, они работают, сами ставят постановки, потом мы подлетаем, быстренько это все меняем, быстренько добавляем какие-то движения, и становится все чики-пики. А какую свою работу ты можешь назвать лучшей? У меня нет такой работы лучшей, у меня много лучших, да, как сказать, лучшие. Которые больше всего тебе нравятся? Ну, если брать в целом, соответственно, когда ты что-то новое создаешь, и потом начинают подхватывать другие видеографы, на тот момент это считается лучшей работой для меня, да. Но сейчас спустя года я смотрю вот свои старые работы, они для меня все лучшие. Многие, да, мне нравится работа, они на одном уровне. Нету прямо, чтобы выделить какую-то лучшую работу, такой нету. Как я говорю, что на тот момент, если она задала планку, в тренды она залетает, люди начинают копировать, да, как какой-то стиль, например, тот же Рассадин, да, спортивное, это свадебное видео сделал, люди подхватили, другие также захотели. На тот момент я считал это лучшим видео, например. До этого, когда я снимал Энджелок, да, эльфы, тоже люди подхватили и захотели какие-то... Тот год у меня весь был, там Золушку снимал, там и тоже какие-то фэнтези в таком стиле. Козырек когда-то залетел. Да, еще в стиле Козырька хотели, сняли. Ребята еще охотничье оружие хотели взять, но что-то мы не решились. Да, и вот такие работы, считаю, вот на тот момент лучшие. А так, нету лучших работ, они у меня все лучшие, мне они все нравятся. Что нужно сделать, чтобы сделать реально крутую работу тебе? Для реально крутую работу надо прямо, не знаю, они приходят непонятно как, реально крутую, когда ты не ожидаешь от пары, и там реально может стрельнуть. Бывает такое, что, наоборот, ожидаешь от пары что-то такое невъебенное, и там, не стреляет почему-то. Хотя работа, в принципе, хорошая, но она почему-то не стреляет по каким-то причинам, ты не понимаешь. А бывает работы, бывает свадьба, на которых ты работаешь и не ожидаешь чего-то такого, что могло бы стрельнуть, и там бах, стреляет. И, не знаю, это, такая тонкая рука ведет за тебя, и ты снимаешь, там, не знаю, Всевышние силы, походу, помогают. Что, если парень не подходит стилю ролика, а они хотят такой, например, свадьба проходит классическая, а они хотят андеграунд. Они просили тебя андеграунд. Что делать в этом случае? Ты им объясняешь? Если они говорят прямо в день свадьбы, то тут уже, если они не подходят под андерграунд, то надо смотреть на месте, все это щупать прямо на месте. Если не получается андерграунд, то надо делать классику. Вообще, классика, самый беспроигрышный вариант – это классика. Когда ты не знаешь, какой стиль – классика. Когда ты не знаешь, как снимать – классика. Это всегда рабочий вариант. Классическое снятое видео, смонтированное – это вообще ты, не прогадаешь. Классика, она всегда рулит, она бесконечно вечна. Насчет андерграунда, если они хотят андерграунд, то лучше, конечно, это все заранее обговорить, предупредить видеографа, настроить его, что хотят, и посоветоваться с ним, какие моменты можно снять под андерграундное видео, допустим, что подчеркнуть. Либо если тебя даже не предупредили, ты приезжаешь на классическую свадьбу, а ты видишь, что молодожены реально андерграундские какие-то там, да, не знаю, что-то в них такое есть, то, что ты видишь их по-другому, то можно рискнуть снять так, но ты, в свою очередь, боишься, что они не поймут, потому что, тут дело такое, можешь снять по себе по кайфу, да, как ты хочешь снять, но ты очкуешь, что не поймут молодожены, поэтому тут палка о двух концах.
И нужно понимать, нужно, да. нужно взаимодействовать с молодоженами. А то бывает молодоженам, которые вот им для галочки все это надо, им не надо вообще вот как бы. Они приходят и думают, что мы волшебники. Придем, все снимем, короче. Не знаю, так не делается, так не бывает. Мы не волшебники, мы тоже видеографы. Мы, конечно, максимально все стараемся это подтянуть, что-то там сделать, подчеркнуть. Но если молодожены не дают взаимодействия, то есть не дают, отдачи нету у молодожен, то, конечно, будет классика. Ну, не классика, получается. Будет так, как будет. А потом какие-то будут предъявы там, то, что а почему так, это так? Ну, извините меня, надо было заранее предупреждать, да, а не в день свадьбы или как? Или от локации тоже решает. Если классическая локация, та же гостиница, то какой там андерграунд может быть? Там от локации много зависит, от самих ребят тоже много зависит. Там если чукурушки, там тоже как-то, я не знаю, чукурушкам подходит чукурушное видео. Там, да. Да, вот андерграунд это тоже отдельная тема, она не ко всем подходит. Лучший подарок после свадьбы от молодожен, который был тебе? Это был Hennessy коньяк. От души душевный подарок. Спасибо тебе, до сих пор помню. В каком году? В 2021, по-моему. Классная была пара. Вообще, они подарили, тогда фотограф Макса Махаров был, ему подарили виски Джим Бим, а мне Hennessy. Мы, конечно, с Максой после свадьбы это все разбили. Я, походу, понял, какая это свадьба. Да, мы сразу это употребили, отметили это дело. Когда в последний раз видел драку на свадьбе? Драку на свадьбе в апреле. В этом году? Да. Ну, там пытались что-то драться, там кипиш был, короче. Там тамада там впрягался, там что-то, короче. Я такого давно не видел, ну, там вообще. А раньше такое часто? Не часто. Не часто? Не часто, ага. Но такие моменты проскальзывают, да, бывает. Да, и до сих пор, да? Да. Ну, там не такая прямо жесткая драка была, но была, ну, рамсы были, короче, и там разнимали уже, ходили друг друга. Кипиш был прямо во время банкета, во время этого, на танцполе там прямо. Кого-то на улицу выводили. Я знаю, ты занимаешься спортом. Каким? Расскажи. Ну, контактными, получается, единоборствами занимаюсь. Бокс, кикбоксинг, ушу саньда, ММА, там, ну, борьба, тоже хапсагай, занимался чуть-чуть тоже. Короче, всем по чуть-чуть. А каких достижений достиг сам такие? Я, короче, сильно увлекался ушу саньда лет 10 назад, наверное, даже больше, 10-15 лет назад. И вон там я по нему выступал и получил, ну, выполнил норматив кандидата мастера спорта КМС. И в тот момент это был топовый вид спорта, там вообще, ну, у него был самый короче, пик. А после ушу саньда это как толчок в ММА, а потом все стали ММА. Даже наш клуб, где мы занимались ушу саньда, они уже все ММАшники, да. Ну, уже, да, того клуба нету, сейчас все пацаны перешли в Триумф ММА. А ваш клуб был Небесная река? Да, Небесная река. И сейчас на данный момент Триумф ММА занимается вот в здании Небесной реки. А сейчас ты где занимаешься? Сейчас я занимаюсь кикбоксинг по будням. Иногда вот я ходил тоже на грэпплинг, ну чуть-чуть. Сейчас, короче, у меня времени не хватает. На кикбоксинг хожу, короче, поближе, да, к дому в Пикабу. В Пикабу? Да. Ну там, да, в Пикабу и в Триумф тоже к пацанам своим залетаю. Со скольки лет ты начал заниматься? Ой, это если вспоминать, короче, после школы. Ну, короче, после школы я был таким, получается, хулиганистом, да. Ну, не знаю, особо не учился. То есть, короче, я в студенчестве поступил в институт, и там уже у меня мировоззрение поменялось, я сразу записался в первом курсе на бокс в дюшку, которая возле ФСБ. И вон там, короче, старт там был дан. А потом уже начал там сям ходить по клубам, короче, по разным видам. Из-за интереса стало, что такое с ногами, там, кикбоксинг, там, ушу саньда и тому подобное, вот. А куда ты поступил? Вот ты учился. Я поступил, я, короче... Какое образование у тебя? У меня высшее образование, учился в школе, особо я плохо учился, да, был таким троечником, отъядливым, и как-то мне было все равно, там, куда поступить, я хоть в ПТУ мог поступить, да. У меня, получается, родители направили в Институт современного искусства на факультет дизайн. Я, короче, особо не хотел там каким-то политиком стать, не хотел. И
карьеру делать, я просто кайфовал от жизни, да, вот, по школе. И родители направили меня, я поступил вот в Институт современного искусства на дизайнера. Это все благодаря родителям. И ты сейчас дизайнер по образованию? Не, ну по образованию, да, я дизайнер. Дизайнер, но не работаю дизайнером. А кем ты работал? Я работал вообще не дизайнером, я работал, короче, начинал с срочное фото, там подрабатывал во время студенчества, да, и перевелся на вечернее отделение, а днем работал, а вечером учился, получается, и вот. А потом, короче, каким-то образом я в окружную администрацию перевелся, там помощником был главного дизайнера, был, короче, в службе наружной рекламы, и я стал ведущим специалистом и стал инспектором вообще. Инспектором, да, по наружным рекламам. Ну, я был студентом, я, короче, получается, учился и работал. Днем работал, вечером учился. Ну, что-то мне надоело, такая сидячая работа, да, я начал себя искать. Поступил на юрфак, на юриста, хотел стать, короче, сотрудником. Устроился в службу спасения, там работал. И вот, как я и рассказывал, что через фотографирование, то, что у меня был фотоаппарат от путешествия, мы с Кириллом, короче, общались, и меня затянула как-то вот эта творческая сфера, и все, я как-то в ней сам оказался, не понял, как оказался в этой сфере. Да, и мне вообще эта сфера нравится, видео. Я думаю, я оказался в нужное время, в нужном месте, и поэтому так стрельнуло. А вот вы с Кириллом познакомились на Ушу Саньда, получается? Да, мы занимались Ушу Саньда, мы ходили вместе на кикбоксинг в юности, тоже бегали вместе с ним на манеже. Постоянно, короче, мы с ним дружили по спорту. По воскресеньям бегали, короче, лапы били, спарринговались, то все, друг другу помогали. И во время тренировки мы о всяком общались, о жизни, философствовали туда-сюда. И во время общения он поняли, что оказывается, у нас есть интересы единые по видео, и все. И у нас, короче, И он меня, короче, я не рассказал, да, что когда он мне дал первую свадьбу, он мне обещал, что поможет мне с монтажом. С монтажом. Сказал, все отснимешь, все будет чики-пики, короче, все будет четко, короче. Отснимешь свадьбу, я приеду с Питера и помогу тебе с монтажом, все. Хантан, этот, короче, говнюк приехал. Я когда ему звоню, что будем монтировать, он говорит, не, у меня нету времени, сам монтируй. Я, короче, включил YouTube и давай изучать. Он говорит, YouTube в помощь, все сам делай. Я такой, Маш, и давай монтировать. Научился, и благодаря этому, я понял, что он хороший толчок дал, Кирилл, и я сам научился монтировать. Мне никто не помогал, я все сам, получается, эту свадьбу я сам отснял, сам смонтировал. Отдал молодоженам, им понравилось, короче. Он тебя в огонь кинул. Он меня в огонь кинул, получается. И ты справился. Я с этим справился, поэтому ему отдельная благодарность. Им понравилось, да. И я понял, на тот момент, когда я это все сам снял, все смонтировал, я понял, что, оказывается, можно работать, и надо попробовать себя реализовать в этой сфере. Почему, если есть такой шанс, нельзя его упускать, и я схватился за этот шанс. Красавчик. В наших кругах ты считаешься энерджайзером. После 4 дней тренировок, езды по делам, монтажа, ты приходишь и 3 дня снимаешь подряд свадьбу, и потом возвращаешься опять в этот режим. Как ты это делаешь? Никак, не знаю, так получается. Тренировки, они дают тонус, они дают энергии. Поэтому у меня, короче, есть энергия из-за того, что тренировки, наверное. Поэтому, ребята, тренируйтесь, занимайтесь спортом, не лежите дома. И занимайтесь спортом, и это будет четко, будете как я. Я помню даже момент, когда снимал свадьбу, ты в перерыве на свадьбе пошел, выступил на финал чемпионата по боксу, пришел, сделал СДЕ после финала, и еще потом мы в кальянной посидели, обсудили. Да, я помню. Да, я помню. Как ты это смог сделать? Я
то, что давно не выступал на соревнованиях. Я раньше выступал на соревнованиях, да, активно. И вот из-за того, что я занимался увлекся видеографией, я слишком много времени на это потратил. И вот решил вернуться. Короче, я узнал, что будет чемпионат, я решился, заявился на этот чемпионат. И думаю, короче, не надо отпускать шанс, надо тоже выступить по боксу. Потому что, не знаю, пока есть варианты, надо пользоваться этими шансами. То есть на адреналине после выступления ты пришел и сделал СДЕ. Короче, да, я жестко выступили, да, мне барабанную перепонку, у меня лопнула барабанная перепонка, я приехал на свадьбу, я на одно ухо не слышу, у меня тут прямо все такой звук, прям лицо все покореженное, тут ссадина, короче, уставший уже такой весь. Приехал на свадьбу, там музыка долбит, и у меня давление на ухо, и она болит. Я взял этот ноутбук, материалы все перекинул, давай монтировать на одно ухо. На это ухо я не мог звуки издавать, потому что было давление. Я смонтировал SDE, все, показали на экране, все четко было. Да, да, и вот. Также было на республике по кикбоксингу, когда выступил, подрался там, и потом поехал снимать в студии, там что-то было, по-моему, корпоратив, что ли. Там тоже, короче, весь покореженный, в ссадинах был, уставший, да, но я виду не показал, все до конца отснял, ролик смонтировал, девочкам все понравилось, вот. Но тяжко так перед съемкой драться, это все-таки тяжко, да, у тебя энергия уходит. Лучше на этот отводить целый день. А сейчас у меня получается, как все выходные заняты съемками, поэтому во времена чемпионатов, там каких-то соревнований, я снимаю, короче, поэтому, да, не получается выступать. Ты любишь быть на стиле, покупать разные дорогие шмотки. У меня, например, жаба давит, я не покупаю. Не знаю, просто прикольно, хочется. Почему дорогие? Где у меня дорогие шмотки? Обычные шмотки, получается, хочешь такую шмотку, загорелась, да, вот же появилось желание купить, почему бы не купить? Нет, у меня жаба не бывает, то есть я, конечно же, с умом подхожу к покупке вещей, там, если есть деньги, позволяет, я могу купить эту вещь, я покупаю ее, если есть желание. А так прямо тратиться, чтобы потом без денег ходить, не, так не делаю. Ты любишь смотреть фильмы, какие? Какие фильмы? Разные фильмы люблю смотреть. Но сейчас в последнее время у меня нету времени на фильмы. Раньше ты смотрел, так я помню, много фильмов смотрел. Да, я много смотрел. Я и боевики, и драмы, все. Вот то, что для свадьбы, всякие love story, да, вот то, что относится к молодоженам, это вот помогает всякие фильмы, драмы, да, вот надсмотренность. То, что смотришь, какие-то кадры запоминается, ты хочешь реализовать в парах. И эмоциональность тоже передают такие фильмы. И вот фильм о любви. Соответственно, ты заряжаешься этой энергией и хочешь передать это паре, вот эту энергию. Вдохновляет тебя немного? Конечно, вдохновляет. Меня много фильмов вдохновляет. Но в последнее время у меня на это нету времени смотреть фильмы. А так, если есть время, я обязательно смотрю с удовольствием. Сам бы хотел снять фильм? Думал об этом. Но пока не созрел вроде. Я могу снять фильм, но не с бухты-барахта, надо к этому делу подойти серьезно. И если снимать фильм, то снять хорошее кино, а не так, лишь бы. Поэтому я к этому вопросу пока не готов. Но когда я буду, я, наверное, для этого надо подойти уже. И отказаться от свадеб, наверное, это уже нужно свое время отдать фильму. Полностью, да, поэтому. А мы же свадебные видеографы. Мы бронь берем уже за год вперед, например, мне вот на август уже бронь забронироваться хотели в прошлом году, в сентябре уже пытались записаться на август. Вот, и поэтому фильм — это такое дело, нужно к нему подойти серьезно и отказаться от свадеб. Видеографом рождается или становится? Становится. Сколько еще будешь работать видеографом? Кем ты себя вообще видишь дальше? Пока буду жить, я, наверное, буду заниматься, пока я жив, я буду видеографом, я так считаю. Даже если я буду заниматься другой деятельностью, я не брошу это дело, я буду параллельно развивать эту сферу, потому что видеография, она
Она без рамок, это видеография, в ней нету рамок. Ты там, это такой космос, вселенная, и ты там можешь творить, что хочешь, это твое творчество, твой мир, в котором ты живешь, и можешь в любом направлении двигаться. Поэтому видеография, она будет всегда. Твое самое большое достижение в жизни, которым ты гордишься? Это, наверное, мои дочки. 2 дочери у меня, прекрасные. Принцесски, ты же сам знаешь. Да. Папин друг, да? Ну, папин друг. Почему клиент, выбравший Diamonds Films, выбрал самого лучшего видеографа Якутска? Ну, потому что мы лучшие. Красавчик. Спасибо за то, что пришел ко мне на подкаст. Да не за что. Хорошая, думаю, получилась беседа, открытая, честная. Тебе тоже спасибо за приглашение. Ну, все, спасибо. Красавчик. Давай, красавчик. Поздравляю тебя с новым проектом. Спасибо. Желаю тебе дальнейших успехов. Еще запишем в конце сезона. Обязательно.